Сварим уху по-якутски. Это очень простой рецепт. Нам достаточно просто почистить карасей, удалить у них желчный пузырь. И вот эти два крупных карася, грамм где-то по 300, по 400 они, мы где-то сварим 1,5 литра очень вкусной наваристой ухи. Чтобы караси не прилипли к одной кастрюле, чтобы у них шкурка не облезла, я их положил вот на кусочки лука. Лук, в свою очередь, у нас выступает как приправа. И, кстати, рекомендую использовать подкладку вот из овощей, из лука. Можно там морковку, допустим, использовать, когда вы не варите, а печете карасей. Тогда у них шкура не прилипает к посуде, и она сохраняется. Шкура очень вкусная. Я залил воду, примерно где-то, чуть больше литра. Караси теперь находятся под водой. Этого вполне достаточно. Если побольше воды залить, то уха немножко получится пожиже. Такие жирные караси, они, в принципе, навары на 1,5 литра могут дать. Я включил огонь. Теперь караси будут закипать. Когда они закипят, мы добавим соль и немножко приправы. На приправу пойдет лавровый лист и несколько горошин душистого перца. Уха закипела. Я ее посолил, добавил приправу. И теперь она будет вариться на малом огне. Уха варилась 20 минут. Этого времени достаточно, чтобы такие крупные караси проварились. Потроха и внутренний жир от карасей дали такой навар. Уха у нас стала белого молочного цвета. Очень вкусно пахнет. Главный секрет ухи по-якутски — это, конечно, сами якутские караси, из которых получается такая замечательная уха.